Две новости. Одна дрянная, вторая лепшая. Первая дрянная такая, дети, что завтра школа. А лепшая от светлых новостей так, что будете молиться за вас, как эти 9 месяцев в этой школе, какой один из вас, может, хотел спалить уже теперь у вас каникул, как прошли благополучно, и как вы там оставляли потребные wiedzy. I будем просить об этом Światła Ducha Świętego, podczas gdy Świętej Duszy молимся за вас, за молодь, за выхователей, наставников, katechetów, которые милосердный Бог отделил нас Światłą Духа Świętого о познавании соучастного свету и Бог творил для нас, как мы верить, познающих, прославлять Бога. Перепросим за все наши грехи, как помогли с чистым сердцем скласть эту наисвятейшую охвяру. Spowiadają Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, что згрішив я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых,
и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłuje nad nami Bogu Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Gloria, Jesus, Всемогутный Боже, верши меня всякой раскаталости, наполни наше сердце любовью до Тебе и поможи нам возрастать в побожности. Подтримай и ласкаво заховай у нас все доброе, проспава нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей благодарить едности Духа Святого, Бог прозу все веки вечные.
Читание книги мудрости Сираха. Дитя, роби свои справы покоры, и будет любить тебя человек Бога и Бога. Чем больше ты великий, тем больше покорным становишься, и ты знойдешь ласку в очах Пана. То великая могутность Пана, и простокорных прославляется ее. Нема яку на нее долю гонористого, у паросток зла пустил и храни. Сердце разумного разважая над припрестью, а ведь уважливая Бога в это ожидание мудреца. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Читание послания до Гаврею. Браты, вы не приступились ни до намацального, ни до распального, ни до змроку темра и бури, ни до гулу трубы, и того голосу слову, что ты, кто его почул, просили больше не звертаться, да их не поставили. Вы же приступились до горы Сион и до города Бога живого, до небесного Иерусалима, до безличия Ореолу, до святочного сходу, до костёлов пришаронных, записанных у небесах, и до Бога, судьи всех, до духов праведных, какие досягнули досконалости, до Иисуса, посредника Нового Завета. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. И научитесь от меня, более тихие и покорные сердца. Аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И с духом твоим. Читание Святого Евангелия по Луки. Калі Езус прыйшоў у суботу дадому,
аднаго з кіраўнікоў фарысейскіх з'есці хлеба, яны сачылі за ім. Заўважыўшы, што запрошаныя выбіралі першыя месцы, расказаў ім прыповесць. Калі нехта пакліча цябе на вяселле, не сядай на першае месца, каб не аказалася, што нехта з пакліканых ім больш ганаровы за цябе. І каб той, хто запрасіў яго і цябе не падышоў і не сказаў табе, суступі яму месца, тады з сорамам павінен будзеш заняць апошняе месца. Калі цябе запросяць, прыйдзі і сядай на апошняе месца, каб той, хто цябе запрасіў, падышоў да цябе і сказаў: дружа, перасядзь вышэй. Тады будзе табе пашана перад тымі, хто сядзіць з табою. Кожны, хто узвышае сябе, будзе прыніжаны, а хто паніжае сябе, узвысіцца. Пасля Jesús сказаў таму, хто запрасіў яго: калі наладжваеш абед ці вечеру, не кліч сяброў тваіх, ні братоў тваіх, ні родных тваіх, ні суседзей багатых, каб яны не паклікалі цябе ў адказ, і ты атрымаў бы плату. Але калі наладжваеш гасціну, кліч убогіх, калекаў, кульгавых, невідаючых, шчаслівы будзеш, што яны не маюць як адплаціць табе, бо адплаціцца табе у дзень уваскресення справедливых. Это слово Пана. Мартин Ніблер у годзе 1933 прыйшоў наведаць такого пана, які называецца Адольф Гітлер. Уже тады ён шэрыў свой назізм. Мартин быў пастырам, яму гэта не падабалася. Сказаў упрост Гітлеру, каб ніякой зацеі дурной больш не правоў. Гітлеру гэта не спадабалася. Гітлер з того моманту пачаў пераследаваць гэтага пастыра, нават яго і замучыў. Але калі пастыр па размове з Гітлерам вярнуўся да хаты, жонка яго запытала: якія твае ўражанні ад размовы з Гітлерам? Гаворыць: Гітлер напоўнены страхам, што боіцца. І сапраўды, калі паглядзім на ягонае жыццё, то гэты страх з яго зрабіў такого тырана, каб усе яго бояліся. І усе яго бояліся, бо ён быў сам бояўся ўсіх в такі спосіб. Чи гэта не сённяшняя Євангелія? Паглядзім на фарисеяў, якія выдвужаюць у свае фрэнзі, у плашчах, каб паказаць, якія яны пабожныя, якія яны знаныя, моляцца, занимаюць першыя защытныя месца, як мы сёння пачулі у Євангелії. Чаму? Со страху. Каб служыць і иметь якуюсь павагу ў свеце. Вім Ален, один артист, играючи в одной такой комедии с черным хумором, можно сказать, играл доктора, терапевту психологического, психиатра. И до него приходил один пациент. И в певному моменте этот доктор освячає пациенту. Ведаете что? Нема чего бояться, нема чего турбоваться. У вас не заниженное почуття вашей особливости. Але вы ниже, чем эта особливость лежит. Брати и сестры, Бог хоче кожному з нас сказати про це Слово Боже, яке ми сьогодні почули, що ми для Його вельми важні. І ця повага Божа, вона нам повинна дати якийсь супокой. Є така байка про драўляны свет, про драўляны город. В этом драўляным городе человечки или так само там оказывается древом выдуманная. И там есть такая одна засада, одна важная вещь, что той, кто добро поступает, ему давали с древа такую зорочку, а той, кто древно поступает, ему давали с древа такий кружочек. Был там один пінченик. І в этой пінчені не завжди його все виходило добре. І йому за кожним разом давали кружки. І в певному моменті
Уже так все призвычаились, что навіть не глядели, чи он поступил добро, чи дрянно. И каждый по инерции вытягивал это кружочка и давал ему. Так что в певний момент я зрозумів, що його життя вельми дрянне. І розричався, розплакав. І прийшов у цей город сам творця цього городу, який зробив цей город. Убачив цього хлопчика, який плаче, стала йому шкода, підійшов до нього і говорить: не можна бути, що я помолився. От я не помолився, ти, напевно, створений як добре. І від того моменту цей хлопчик перестав плакати. Начал радоваться, и от его по черзе начали отпадать кулечки, кружочки деревянные, какие были. На что я говорю, это Бог для нас так хочет промовить. Сказать, какие мы важные. Сегодня почули в Святым Писании, что Иисус Христос говорит: занимайте опошние места. Это опошние места. Что это говорит удачению до опошних мест? Что за опошнее место, якое узвысительное? Когда мы отчиним текст, мы прочитаем там слово «эсхатос», что означает эсхатология, czyli опошнее место, для якого прохання. Иисус Христос нас захочує, як ми в нашому житті, хоч занялі то опошнее место, яке нам подароване попраз Христос. Этим местом є життя вічне. Чому воно опошнее? Бо світ нам пропонує щось другое, живи сам для себе. Для своєї вигоди займай перші места, будь кимсь, щоб все з тобою лічилися. А Пан Бог говорить: займи опошнее место, якое для тебя предназначено. Бо коли ты за его займешь, тогда в другом месте прочитаем в Святом Писании: я сам приду и буду тебе служить, буду тебе служить. Посажу, перевяжуся и буду тебе приносить еду. Андрей Мальскони, знаний скрипак, той, что играет на скрипцах, кожен день в своем житті має одно и то же самое ритуал. Живем в Италии, и каждый день, 7 дней на тиждень, ну, правда, 6, от понедельника до субботы включно, 12 месяцев на год, кроме одного месяца, когда выезжаю на отпочинок, кроме месяца жнивня, устає з раницы, привдіє кашулю брошку, закладывая бабочку, надея на себе дорогую маринарку, и выходит в сторону ратуша в Італії, в якій знаходиться музей. Музей, який наповнений різними речами. А так само там є і скрипки різних добрих знаних виконавців. Наприклад, скрипка сім'ї Гематі, або Гауренії, або скрипка сім'ї Страдаваруса. Что это будет? Приходит, перед ним открываются все двери и бронированные стекла. Вытягивая он скрипку каждый день. И на этой скрипце, гуляя от 6 до 7 минут, не гуляя что там, не просто бренчать, а приложили какие-то утворы. На что я чуть себе задал? Как эта скрипка не запсовалась. Бо когда на этой скрипке совсем не гулять, она рассохнется, она расстроится, она уже не будет за несколько месяцев до ничего не придатная. Она повинна быть уживанная, как ее можно было користать. Но что я говорю? Это наше життя. Бог нас створил детьми Божьими. И улил у нас уже у початку благодатства Божия. И как мы были соправленными детьми Божьими, нам потребно что? Нам потребна молитва. И когда мы будем молиться 6-7 хвилин каждый день, 6-7 хвилин, это что? Это передача нашего життя. Да у нас будет развиваться Божье благодатство. Мы будем придатные для того, до чего мы створені. И у нас поднимется чувство потребности для другого человека. Мы будем часто себе в якийсь способ, может, принижаем. Говорим: это покорно, это не покорно. Мы принижаем себе, мы не ведаем, что в жизни своем сделать. А нам потребно, как мы возрастали для того, до чего мы потрібно. Дети, розпочинається год навчання. Пам'ятайте, що ви потрібні в сучасному світі уже сьогодні, в будущем народі, який буде жити за 20-50 років.
Вот так, як ви сьогодні навчитеся, так як ви познаєте світ, так як ви познаєте науку і Бога, так само і такий світ буде за 20-50 років. Бо вже сьогодні від вас залежить, який буде світ за декілька років після вашого життя. Вірю в єдиного Бога, Отця всього. Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинокого, Отца народженного, первопричины веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправленного от Бога соправленного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, разве Богу все сталося, и Он для нас, людей, для нашего спасения, зашел с неба и утеловился от Отца Бога, с Девы Марии и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похвален, и на третий день воскрес, свободный Писаний, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померших, и яко благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який из Отца и Сына походит, якого разом с Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и рост для отпущения грехов и шагаю воскрешения помилуй, и життя вечного в будущем свете. Раз Ісуса Христа і з'являється для нас дорогою, правдою і життям, узнесем на Бога наші покорні молитви. Молимся за святый костел, будучи за Иисусом Христом и с непохищенную веру вытопа у силу пробования. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за духовенство, как свою мудрость я научерпал с границы Божьего Слова. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тех, кто не выполняет Божьих заповедей, как яны убачили в их доброту, Бог и любовь небесного Отца. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які покутують п'янство, как яны знайшли у себе силу и переодольные своей слабости. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за неверующих людей, как Христос, якого яны еще не знали в своє серце, перемінив їх життя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних на этой Евхаристии, как мы завсёды шукали Божью волю и умели ее выполнять. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за дітей, молодь, наставників, вихователів, викладчиків і катехетів, просячи на початок нового навчального года об світлі Духа Святого. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Добрый Боже, Ты постоянно наполняешь нас Твоими дарами учеников, в нас познание Твое и добрыни, научились любить Тебя, раз Христа, Пана нашего. Аминь. I
на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Боже наш Ojcze, przez moc Twoich wiary, a dary nas swojej łaskami, u nas spełniła się sprawa spełnienia, jaka jest zdійsняється в najświętейшym sakramencie, przez Chrysta Pana naszego. Amen. Sława И с Духом Твоим, Boru sercy. возносим имя Пана. Подякуję Panu Bogu naszemu. Справді горда і справедлива, сушна і збавєрна, как ми завсюди і всюди тобі складаємо подяку. Пане святий Ойче, всемогутний вічний Божа, раз Христа Пана нашего, боем зритости до грешного человечества, народившись с Панны Марии, раз свою Богу на крыже избавил нас от вечной смерти, а про свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому с ангелами, архангелами и всеми святыми мы обещаем Твою хвалу, разом зими ускрикаючи. Святый, 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 всемогутный, небо и земля, полные хвалы, Хосанна на вершине, Хосанна на вершине. Glory, glory, имя Пана, Хосанна, Хосанна, Хосанна на вершине, Хосанна на вершине. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам першы дзень тыдня, калі Jesús Христос у вас гроз паслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары, красою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас, целам і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе віддано». Podobnym czynem po wieczery uwziął kielich, znał Tobie podzięku składając i podał swoim uczniom, кажучи: «Бярите и пейте з яго ўсе, бо гэта ёсць кielich крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе пролита дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего преступления. Wspominając śmierć z mętwych powstania Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję, że uczynił nas godnymi stać teraz Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, sam всіх нас, приймаючи в тіло і кров Христа,
Duch Święty zabrał ładną. Pamiętaj, Panie, że Kościół Twój rozsiejny po всем świecie. Udoskonale go w любови, razem z Papą naszym, Lwom, biskupem naszym Józefem i всім духовенством. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, которые посунули надею на воскрешение, и про всех, кто власти Твоей отошел в это рассвету и дозволь им увидеть светло обличия Твоего. Просим Ciebie, zmiłuj się nad усіми нами, как мы заслужили удел в życiu wiecznym, w jedności z Najświętейшей Bogorодицей Panной Maryjой, ze świętym Józefem, jej rannikом, ze świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, Janem Pawłem II, благословенным Отцом Брониславом и всеми святыми, которые с веку подавали Тебе, как и мы хвалили и прославляли Тебе враз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос, Христови у Христе, Panie Boże Ojczym Święty, u jedności Ducha Świętego, вся пошана и хвала, разум все веки вечные. Молимся на Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который в небе, святится имя Твое. Приди благодатство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не пусть нас искушать, а избавь нас от зла. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого, дай ласкаво супокоить дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были за все вольны от греху, и зачарованным чарованием спокою, czekanie spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Твое богатство и моц, и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokoj покидаю вам, supokoj мой даю вам. Prosi mnie, zważaj na grzechy nasze, ale na wielu Kościoła Twojego, i Bóg łaskawy zgodna z Twojej woli, darujcie go spokojem i jednością, jaki żyjesz i władarisz na wieki wieczne. Spokoj Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знать свое. Який
Ось бараnek Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, я покликаний, я на вечер я волю. Парень, я не варты, как ты вошел в меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Боже, дякуємо Тобі за приймість моїх стола Христичного свята. Учили просим, как вывесили сакраментум отцовам нас у любови, и захватим до служения правоученики любови до ближних, раз Христа Бога нашего. Объявим. 3 вересня усі розповідають святого Григорія Великого Папу, доктора Костела. От сегодняшней недели, 31 рождения, нашей каплицы отправляется святая Имша дитячая 12 године. Заохочуємо записувати дітей на катехезу, ті, які не були записані у попереднім році. На этом тільки припадає перший авторок месяца день молитвы до князя войск небесных, святого Архангела Михаила, за божественного Святой Имши и с благословением на способ людский.
Pierwszy четверг месяца обнови святых покликаний до службы святарской, законная пятница, до Наисвятейшего сердца Иисуса и суббота, до беззаконного сердца Марии. Щиро дякую усім, хто допомагав при огорожі. Бачите, зелений забор нас украли. Дякую Богу, що забрали, буду задихати і вдавати. Усім тим, хто причинився, хто допомагав у п'ятницю і в суботу, які сказали, що не можуть у суботу, прийшли у п'ятницю, вельми добре. Дякую великим і мужчинам, і жінкам. Дякуючи вам, можна вже за нашою каплицею назирати стальок і за покосом трави, які вам будуть. Розклад адорації Пана Ісуса, як що денно от 14 до 19. Дякуємо за вірування на будову супольної індивідуальної молитви, спєва праву літургічної прибирання каплиці. Помолимся за тих, хто на такий день і щасливі дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей, за Андрея і Марину з нагоди сакраменту шлюбу і їх сина Тимофея і його крестних з нагоди хресту, за добродеїв хліродавців нашої парафії, так само в добродеїв будівництва санктуарі Божої милосердності, і за нас кожного доручаючи вас опіці Матці Божої Ружанцової, Твоєї обороні отдаємося. Святая Богородица, наша потреба, не покорчай молению нашим, прямо всякой злой природы, выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Ну что ж, будем, дети, освещать ваши дневники. Обратно встаем, открываем на первой сторонце. Я пойду так само и на улицу, коли там кто-то стоять. Открываем дневники, шрифты, книжки, пеналы, ручки. На початку навчального года мы приходим к костюм попросить отдать Духа Святого для детей, молоди, батьков, наставников, выхователей, выкладчиков и т.д. Мы верим, что только дякуючи Святому Духа Святого мы можем познать правду про Бога, свет и про нас самих. Боже, Ojcze Всемогутний, Krynica życia i mądrości u Świętym Chroście, Ty uczynił nas swoimi dziećmi i żywymi członami Kościoła. Chylaj na zabranych tu dzieci, młodź, wychowawców, nastavników, na początku nowego nauczania Boga proszę o Twoim błogosławieniu. Oświeci ich rozum swoim światłem i zapali ich serca, a Bój Ducha Świętego, aby oni poznali prawdę i po przykładzie Twojego Syna wzrastania w mądrości i любові, razem z усіми нами uczyli się прославлять Бога у супольности Kościoła. Благослови, Боже, собраних тут детей, наставников, выхователей, а так само прилады школьные, как всегда помогут, и они лепш постигали правду, добро и пригожость у створенном Тобой свете. Раз Христа, Пана нашего, все освеченное, памятаем, потом без дённика уже нельзя сторонки вырвать. Борется, нет, никаким уже это освеченное, да.
Ну, з посвяченими речами тільки одно можна зробити, спалити. Я думаю, на повну ніхто не буде. Але викинути його ні в якому случае. Дякую велике всім вам за то, что пришли, чтобы Его спасал от нас. Дякую школе нашей, яка сама набирає нових музиків, как учиться співати і гуляти, обновляти треба. Так що, коли діти, хто жадає, то запрошаємо для Насті, как учиться співати, так само користі вже і в самому місті язика хоры небесные клуб. З мертвих повстаний. Дякую велике. Иисус Христос, мы хотели бы сестру Анну поздравить с, не знаю, с Пестрогодом или с началом 1 сентября. И готовясь вчера очень коротенько сказать, я бы хотел зачитать слова, которые мне всегда больше всего нравятся. Они не такие веселые, но я думаю, что это как раз то, для чего мы вводим детей на катехезу. Это сегодня уже вспоминали Гитлера, поэтому зачитаю что-то связанное с этим. Да? И это цитата педагога и психолога Хаима Генота, который пережил Холокост и стал выдающимся учителем США. И он ежегодно для учителей, когда собирал их, он зачитывал одну и ту же речь. Уважаемые учителя, я пережил Холокост, мои глаза видели то, чего не должен видеть ни один человек. Газовые камеры, построенные инженерами, дипломированными специалистами. Дети, отравленные врачами, дипломированными специалистами. Младенцы убитые обученными медсестрами. Женщины и дети расстрелянные, сожженные выпускниками средних школ и вузов. Поэтому я не доверяю образованию. Я прошу вас, помогите вашим ученикам стать человечными. Ваши усилия никогда не должны порождать ученых-монстров или квалифицированных психопатов. Чтение, письмо и арифметика важны только в том случае, если они служат тому, чтобы сделать наших детей более человечными. И отдавая на катехезу детей, очень хочется, чтобы они, выходя из костела, помнили, что Библия – это не юридический свод законов и ограничений. Это история любви Бога к своим созданным людям. Я помню, сидел в Казани, писал, то есть вышел сюда и плохие уже были, но были приготовлены. Примите Божие благословение. Пан с вами. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. И я что год запрошаем детей и наставников, детей, которые в школу идут, и наставников на благословение особисте. Хто йде з дітей, ще одне питання, перший клас? Є ж такі? Рука вгору. Йось, одного дитенка. Первый класс, да? Да, в первый класс, да? Я. Тоже идешь? Видите, сколько людей в нас. Вот, один. Ну, то, добрые вам науки. Заспеваем и спрашиваем вас. Thank you.